Другим темам сотрудники ГИБДД Якутска за минувшие выходные остановили на столичных дорогах более полусотни пьяных водителей. Напомним, что операции по обнаружению нетрезвых автолюбителей носят систематический характер. Репортаж Виталия Абрамова. Какой же праздник без алкогольных возлияний? С таким утверждением сталкиваются многие горожане города Якутска, в том числе и водители. Минувший день защитника Отечества также пополнил печальную статистику нетрезвых автолюбителей. Одним из них оказался водитель Toyota Prado, которая протаранила опору уличного освещения. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado находился в состоянии алкогольного опьянения, чего мужчина не стал отрицать и признался, что, возвращаясь с рыбалки, перед поездкой во время нее употреблял спиртные напитки. Сам момент наезда на столб освещения не помнят. Бедолагу, который даже не помнит, как он ехал по оживленной трассе, ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. В следующем происшествии разыгралась целая семейная драма. Пьяный мужчина решил на практике доказать поговорку «бьет, значит любит», на что его дама сердца вызвала наряд полиции и укрылась в автомобиле подъехавшего такси. Но наш, в кавычках, герой не успокоился и начал таранить авто ни в чем не повинного извозчика. Сперва передом он пролетел сзади, потом задом начал сдавать. Мы начали отъезжать от него, чтобы он нас не ударился, но он нас догнал, починил. А, он умышленно, что ли? А? Умышленно, что ли? Ну, наверное, не знаю, как не умышленно, можно 2 раза в машину тараниться. После того, как семейного тирана скрутили, он начал позиционировать себя жертвой полицейского произвола. Да никакой машины не управлял, я вышел из-за руля, вышел из магазина. За руля какой машины вышли? Никакой машины, вот мой магазин, я вышел из магазина. Алкогольные напитки сегодня точно не употреблял? Не употреблял, да, базара нет. Употреблял, но я не был за рулем, понимаете? Но в силу немалого количества свидетельских показаний его линия защиты пала. При прохождении медицинского освидетельствования прибор алкотестер показал, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. После составления административного материала мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Госавтоинспекция в очередной раз обращается к якутянам с убедительной просьбой быть неравнодушными и оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями ПДД и незамедлительно сообщать о фактах нарушений в дежурную часть. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.